Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире НТРК Ингушетия, программа, посвященная 26-летию со дня образования Республики Ингушетия. Сколько всего случилось, вот так за час и не вспомнишь. Но тем не менее в нашей студии собрались гости, которые расскажут нам, от чего и к чему мы пришли за эти 26 лет. Я думаю, будет очень интересная беседа. И начать сразу, мне кажется, будет целесообразно и логично с Министерства культуры Республики Ингушетия. Алихан Вадилов у нас в гостях, заместитель министра. Алихан, салам алейкум. Алейкум салам. В принципе, в сфере культуры мы тоже очень динамично развивались, переживали различные преобразования, появлялись новые направления в искусстве. У нас развиваются художественные направления различные. Мы начали снимать кино, и об этом подробнее хотелось бы услышать. Алихан, ну, как работа вообще в Минкульте, насколько, какие планы на будущее и что получилось изменить за последние 10 лет, например? Если говорить то, что получилось изменить за последние 10 лет, прежде всего нужно сказать, наверное, про те вещи, которые мы сделали, которые осязаемы, да, то есть это, конечно же, там строительство объектов культуры. За последние 10 лет, если мы начнем, наверное, с самого начала, это и строительство мемориального комплекса, и его, скажем так, и реставрация, и строительство летнего амфитеатра. Но за последние 3 года, например, там, начиная с 2015 года, мы построили в республике 8-9 домов культуры. Очень остро стоял этот вопрос. Мы из всех регионов, и СКФО, и вообще, если взять в общем Российскую Федерацию, по обеспеченности именно культурно-досуговым учреждениям мы занимали, наверное, одно из самых низких, если не самое низкое место в этом плане. За последние 2 года мы построили 8 домов культуры. Построили и ввели уже в эксплуатацию. В некоторых из них уже вовсю идет работа, уже работают какие-то кружки, и хореография, и вокальная студия, и библиотеки. То есть, нужно сказать, мы, открывая там Дом культуры в том или ином населенном пункте, мы еще открываем библиотеку внутри него. Вот. Нужно сказать, что мы еще планируем в этом году завершить строительство еще 8 домов культуры. То есть у нас за 3 года получится, что мы ввели в эксплуатацию 16 домов культуры. Я думаю, это хороший показатель. С учетом того, что у нас было всего их 18, и за последние 3 года мы почти на 100% увеличили этот показатель. Это на самом деле отличный показатель, но хотелось бы, поговорили мы о том, что осязаемо, а теперь хотелось бы услышать работу Министерства культуры в плане идеологическом. Допустим, пропаганда среди молодежи тех же правильных танцев, да, к которым мы так цепляемся. Есть ли какое-нибудь направление в Минкульте, которое работает именно с молодежью, пропагандируя правильные вещи, национальные традиции, какими должны быть танцы, какими должны быть песни, какой должна быть поэзия и каким должно быть поведение нашей молодежи? Ведь это тоже очень важно. Вы знаете, так как вы работаете на телевидении, и представители Министерства культуры постоянно участвуют в различных программах, да, в том числе и художественные руководители наших ансамблей, которые пропагандирует вот именно правильный танец с точки зрения и нашей ментальности, и нашей истории, и традиций. Но помимо всего этого у нас есть еще Республиканский дом народного творчества. Это наше подведомственное учреждение. Они тоже работают в этом направлении. То есть вообще, я, наверное, скажу так, что любое мероприятие, которое мы проводим, любое мероприятие, будь оно республиканское, будь оно за пределами нашего региона, мы там пропагандируем именно правильный танец. То есть выходит танцор, танцует, правильно танцует с точки зрения, да, традиций. В этом тоже заключается и пропаганда правильного танца. Людям, нашим жителям, молодежи нужно показывать, как правильно танцевать. А как лучше это покажет тот танцор, тот профессиональный танцор, который танцует. Ну, я думаю, так. Ну, в принципе, да. Спасибо большое, Алихан. Ну, раз мы заговорили о строительстве, давайте перейдем к представителю общественного совета города Назрань. Я живу в Назране, поэтому я вижу, насколько все это вокруг растет, как грибы после дождя.
Представьте, пожалуйста, и на ваш взгляд, вот насколько динамично развивается Назрань в последние годы? Представитель общественного совета, вернее, председатель общественного совета города Назрань Костоев Магомед Ахмедович. 26 лет назад, уважаемые участники, большинство из нас стали свидетелями образования нашей Ингушской республики. Народ, имеющий древнейшую историю, носитель высших духовных ценностей, обрел суверенитет. Для всего нашего народа это было время духовного подъема, душевного подъема. Это было время такое. Мы все помним это время, мы все из этого времени. Назрань стала центром всех этих процессов по восстановлению суверенитета, процессов по политической и социально-экономической динамического развития нашего края, нашей республики. В Назрани, мы помним Назрань другую. 26 лет назад это была другая Назрань. Может быть, кто-то и вспомнит, будет ностальгировать по старой Назрани, но сегодня это большой, красивый город, который развивается и дальше. У нас в нашем городе достаточно сказать о том, что построен микрорайон юбилейный. Это здания, которые могут конкурировать со зданиями, построенными в Москве, в центральных городах. Да, в том же даже Нью-Йорке строят, может быть, хуже, чем построен этот юбилейный городок. У него стационарное водоснабжение, электроснабжение, прекрасные места для отдыха людей, которые там проживают, а это 10 тысяч человек. Также в нашей республике, то есть в нашем городе, по округам очень много сделано за последние года. Это построены детские сады, школы, продолжают строиться. Есть в перспективе строительство, которое намечено. Все делается для того, чтобы нашим людям жилось легче, лучше, чтобы мы развивались наравне со всеми народами нашей Российской Федерации. С большим удовольствием я всех вас поздравляю с этой датой. От всей души желаю всем здоровья, крепкого благополучия на будущие времена. Хотелось бы передать слово и товарищам, которые со мной пришли. Это мой первый заместитель Баголов Тагир. Он несколько слов скажет о том, что делается в Гамурзиевском округе, где он проживает и где он является также членом общественного совета. Пожалуйста, Тагир Дельхалович. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Башта бол бете беркити öyle onun ağzında. Ne açtağını verdiğin berket stağın marhi bot bu yasxı yer diyen. Bu sunna aç o yasxı vaşı qenter doldiyiz vaşı diz vaşı diye qenter doldiyiz bot bu yer diyen. Dal vesxon oşdalı berketi bol ber diyen. Yer qab beşte pa qab yer diyen lar beşlar dal nizlu ve nesxon oşda. Aqıl döndüzünde. Asfadlar ya açtağın o Muhammed'z diyen Nazran çudoğazda ama я республика хахулчаны при президенте Авуши бол по примирению председателя яжди. Султахади общественный совет бол беш ханусу там хагужлат что последний ичрадер да сан последний дарди. Что ди хан ханя школыш
садикиш, некаш, хи, свет, газ, шимол, дошти, знаха, дезиште, пардадл, тахан дия, хакмиште, низ да аквач, хакл да аквач, анялче, сансагади, тахан дия, вей ваш долце диш, хамагади, хаус, хакмиш далда дасти, анялче, хи аухтуш болчар, сбе хамлил диш долчар, аз махрибет аддар дия, цудоаж диш, хи аухтуш дия, наха, цуквач дош, меш, да цуквач, хи квач, салка, холис дади, дижаж на, ампа дош, май дия, дижаж на, хамвалис дия, ханс аз сах дия, год дия, магаси, ажаусу, 61 кран лату, башин кран. Та 61 строй кити уюз квала хандису магаси дия. Чуа беркет дия дия, чуа улк дия, наха, чуа параото я ханзенер дия. Дал цу парахта хукму дол дия, сонз дал дия, дал беркет дуакл дия, нода, дия вакл дия. ياو شو حلخ يمخ إجرا حقوة تشكان يمخ حبيبين بقوين تشكان تخان ملا خلون تشكانية اسحمدوس ديزراي كذي. يا أن هنس أسمع بدر يا تسوان بمجرات بول بيش خنوس ديان تسوان بول بيش ورس دي بين كنزت خنشان ديان تسوان مسكير حبين حكم داشوك مت جار ديان. ليش عزيز يسوي وشيء قوش ديان زعيش الجسين شواتش داشوك مت جواتش توك حكم جواتش ديان إصدر هستخدم ديان لاتش بلجين ديان جسين تشيسال عمت ديان سق داو حجوي مت جي ديان مسيولج متش كي تخن دستوبنو يولج مت كي قوين ديان يالق خيط ما دي سباروت لوري يزوي ديان دال بركة دوقل ديان دال ماشيل دولت دال شن بول بركتي بول دال سادل تهر بركل. Представитель Совета старейшин у нас в гостях. Представьте, пожалуйста, и... Дебиртер водельный анва общественный совет Долшхова. Сахар труда асуга тахирада нормальге. Играл и мох хаот шан хан халу нижи. Ханзвеген пара то и шел ишт казик бузм бячул да фухустендвин. Малыш ора хустендвин, малыш ора хустелш багадерви. Чубузма хатачая хатра хустелра али тче бадерди тче любой сак ханзвей мехкол давулвалч. ماشين تخين غود شخوز نيات غود شخوز خوت مش بعد قد دوج لاتش ده خوت مش دق ده خوت مش دق خوت مش خانت عياخ ده وتقى عياخ شرام هاتي بيت دق خوت مش خانت تخيرت هاتي شو خانت هني عياخ تخيرت دبيرت تعيوت شي عادل ديانا تشخانة تا تبوا شكول ياتر تا общественное здание ياتر تا дом культуры تا هم دولج ياتر تخير تا هم دولج ياتر تا هم دولج ياتر تخيرتو خان ادمنستراتي ياخ هم براكتش دا гуманитарный хаяч барак администрации ертхцухан даже хант администрации здания дом культуры да библиотеки новый школ е преба арбасага ворбасага новый قطعة хаяж лата коррекционная школа е тхайорт хая ухода ялшара атуанское училище е тхайорт хая латер бог беж вуза филиала вообще вуза хаяж здание жлат тхайорт антуанышке نياقش ديحكات خيوت هذا особенно وتهش نياقا وكرا شي كيلومتر نيق بلاب تكون اسفلت بلاب يرتقي والحلق تكون اصلا ايش جلت متي تاش توخ كده تكون هذا وقتها ددخش او ددخش نو غودا كيرت ايطلات تكون داش تكون يغير بروبليم يولش متشكي خوت مش مدوقي ده دقد دا واق واتش دغر دا واق واتش ادغر ده شي تقويت ابيكت يرت حيا خلش دوق خوت مش دش مخ كتبت شوط غشيت يرت ما شهر ميوي ده هار يرت اتم اوبجكت يا اوبجكت هيا يا اخر دق ماش ده شلون دق ماش خلص انا خد دقيقات نو از وهن تهدا ادر فتر يالچ اولاتش دولچ همن اش هماش حدري دولش خلري دق همده ديكمده نو وي دي يزرج در فت يالچ اس حدي دولش دول هم لور دري ليل دري تون بول بيتري تون دول دري ده وي دي يزر وي داغو هم تو ترميل تو هم كيرد مالدولا ديكا دوقا هم ايش داخو вопрос вот он تكون بدر ديش كيرد خش دحكات نو قاچم بيتي تغنش دينا بخيت خيداستون دات نو هت مد طول بو حاول يحتاج بلجيني كاش خن قاچم بتوكات يرتم خوس مش داقي خنت خم بيوا قاچ داق خنت ال بدرش دول ديز وي حياش متكش объект дол диза гатуну. Бекхан Баркул. Действительно, как сказал Бекхан, нужно просто проехаться за рулем или в роли пассажира. Можно и на общественном транспорте, который тоже начал курсировать довольно исправно. И просто проехаться по трассе М29 и смотреть вправо. И все станет на свои места. Хотелось бы сейчас перейти к еще одной отрасли, которая, на мой взгляд, когда-то один великий человек сказал, что нация состоит из космонавтов и олимпийских чемпионов. Космонавтов пока нет, но всему свое время, зато есть олимпийские чемпионы. И Идрис Алшов, замминистра спорта Республики Ингушетия, у нас в гостях. Идрис, за 26 лет я, честно сказать,
Не помню, что было 26 лет назад, но помню, что было лет 20 назад. И спорт, в принципе, развивался, но не было инфраструктуры спортивной. Я помню, как мы тренировались, я помню, где мы тренировались. И знаешь, прям вот скупая мужская слеза прям так и напрашивается. А сейчас совершенно другая картина. Расскажи, пожалуйста, о развитии в инфраструктурном плане. Сколько объектов мы строим, насколько развивается спорт в республике и какие плоды мы уже смогли собрать с нашего спорта? Ну вот начнем с объектов. Благодаря нашим построенным объектам по внебюджетным и бюджетным средствам у нас появилась вот массовость привлечения нашей молодежи к спорту. Естественно, появились от этого результаты, чуть позже к ним. Нашим стройобъектам, вот как сейчас и здесь говорили, объясняли ситуацию, когда было начало становления республики, ничего не было, начали в это время, при Руслане Султановиче, начали зарождаться именно по спорту вот, физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля. И дальше вот эту вот династию спортивную продолжили дальнейшие руководители республики. В данное время у нас насчитывается около 20 физкультурно-оздоровительных комплексов, некоторые из них с плавательными бассейнами. У нас есть 6 специализированных залов. Это зал бокса, зал дзюдо, тяжелой атлетики, 2 зала вольной борьбы. У нас также наш известный вот дворец спорта, свежепостроенный, имени Берда Евлоева. У нас 2 ледовых катка с искусственным льдом, которые вот ребята у нас в начале у нас был построен имени Эрзи Якушева, ледовый каток. У нас была одна команда, около 20 спортсменов. Сейчас у нас уже 5 команд, то есть более 100 спортсменов. У нас уже те спортсмены, которые выезжают в различные регионы, на различные соревнования и показывают результат. Вот. Также у нас строится, вот на следующий год планируется в Сокопшах закончить строительство, введут в эксплуатацию, это физкультурно-оздоровительный комплекс. Также в Насыркорте у нас планируется также ФОК с плавательным бассейном. Вот такие вот результаты у нас. И будем дальше про результаты спортсменов наших обсуждать, говорить. Ну, о спортсменах наших можно говорить вообще целый день. Действительно, это одна из самых любимых моих тем. И я хотел бы задать просто вопрос каждому, кто находится здесь, всем телезрителям, которые нас смотрят. 4 года назад, если бы вам сказали, что наши ребята, наши юноши поедут и выиграют Кубок Рагулина, Всероссийский Кубок Рагулина по хоккею, я бы в это не поверил. Вот этот вид спорта, как и некоторые другие виды спорта, позже к ним перейду, это с внимания главы республики, этот вид спорта начал развиваться. Ребята потихонечку, там вот такие малыши были, начали приглядываться к этому виду спорта, родители их начали приводить, и получилась целая команда, как вы говорите, Амир, вы, как непосредственно наш вот спортивный, можно сказать, обозреватель, брат, друг, вы это все хорошо знаете. У нас наши хоккеисты показали результат, как подробности, вот Исац еще их тренер, он когда рассказывал в подробностях, мы там немного и смеялись, как они выиграли турнир. То есть не можем, проигрываем, между таймами он им дает, как говорится, установку, и они начинают совсем, как будто их подменили. То есть и ребята воодушевились и выиграли, показали свой характер. Это вот есть, это вот те моменты, которые вот благоустройство в республике, спортивных сооружений, вот это отражается тоже на спортсменов. Вот это воодушевляет, и наши ребята из невозможного делают возможное. Ну, чтобы вы знали, друзья, финальный матч закончился со счетом 9-1 в пользу нашей команды, поэтому вряд ли там между перерывом особо серьезный разговор-то и был. Плюс ко всему, бесчетное количество залов ММА. У нас очень серьезно развивается ММА, у нас 3 чемпиона в лиге M1 Global, и это, друзья, действительно очень серьезный результат. Но, как я уже говорил, о спорте можно говорить целый день, поэтому немного дадим поговорить и представителям других сфер. У нас в гостях представители религиозного совета с точки зрения религии. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля хайри халкихи Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна Расулуллах. Хаджир, когда Хаджир образование 20 حق است خیری غاش وقت سجلين عليه
زبلق هذيونا دخل برج بربيني قيان دق خمخوي بينه أبي دخل داس يا أخي بر بحق سيديونا أبي ديونا تسجع مار أحمد قداس بيجي تسجع خوجي بين داخل داس يا أخي دخبر قن دخبر بيني قدوزة رحم ديال أخي تمت الشرع إنه والله ديونا دا شيء قوي سواق خلص ديونا إذا بولش خلص شيء تحبي هذا شيء ديونا شرع سهار وعد وعد هم قاس دي يوعد وعد هم قاس دي شرع أدم ديز قاس به أنا شيء دوا دا حد اللي دي ما تقريبا حد الله بيدخل هذا البيت هنا تبغى عمر شو تعلي يعني ميت تيجي تبغى بوي نو شرع هار هم شيء بار متقاس تجد إذا ي داجي حتى أربعة أرسوش هي تحبوا الديزل باغش هنا إذا عمو تصغر بالحزبين خوش دق مثلا دوز دق هنا إذا دعر بالديزش إذا ملصو بوش هنا صار حمل ده حمل تندسوش أبيات بمش هذا أربعة هنا زانه زول ديجش الله تدق شرع داله اسمه داله يقدم ويدي هنا تيباس قاس يد بي ترس قاس يد بي قمص قاس يد بي والله هم شيء واقع قاس يد داليون هذا حق أستر بتونا يوجد ناشي مستيت تودو حد يعني بين تودو يوجد تنا حد يعني بيده شيء ريسبوبليكو تاخذ دار بياش متي غلا بس عن آلي شغل جونا سقم من بس آلي شغل ما تحيي تابين تاخذ إز نخبة بخد عياني بين شورت ديونا تاخذ عقد أخاش متي حزم أصل ديونا غلا بس آلي شغل صح هذا أنا خانم خني بين دي بخا دي ديونا بخا بريتك أول دي ديونا إيش بيصير إجرن شاد سوغان صار شيء ويقمن غقل ديال لازم حسب سوديون غلا بسؤال دعوه خشمتي كز خني كز جربين خيات البين لازم ديال إيه المزيون تون يا شيء مخ خلر شيء قم خلر شيء مخ بيزر از ديال إيمانج أخر يعني شيء مخ بيزر شيء مخ شيء حاد شيء واقع بيزر خلر ديهم ترى ديونا دال ديك ديال دال بين أخيتنا بيديهم تكن حياتك بين صديق بيخم بيبيرش الخم بيعرف دولبي مار خبر تسمعي دوزو ليه بيد دال إيمان لود بيني. Говори слава, Барков. Ну, собственно, вот так. А я бы хотел перейти к теме, которая, наверное, всегда была животрепещущей для нашего народа, в принципе, и во всем мире. Речь пойдет о медицине. У нас в гостях есть замминистра здравоохранения, насколько я понимаю. Мы помним все времена, когда вот эти вот страшные истории, да, рассказывали про нашу больницу. Это было тоже лет 15 назад. И действительно были, ну, нехорошие вещи говорили, что там, туда только за смертью, грубо говоря. А сейчас ситуация немного иная. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация? Насколько мы продвинулись вперед в развитии медицины? С появлением перинатального центра мы знаем, что детская смертность свелась на 0. В общем, вот такие вот достижения. Расскажите, пожалуйста. Леди Калчин, хочу сказать, что страшные истории – это любимые истории в любом обществе, но они зачастую надуманы в основном. В нашей республике за последние годы построено 25 объектов. Из них 8 имеют республиканский статус. Это перинатальный центр, детская республиканская больница, поликлиники, детская, взрослая, республиканские, станция скорой помощи республиканского значения. Ну, можно перечислять долго, там и ФАПы, и амбулатории. Мы продвинулись очень далеко. Но, конечно, основное не то, что там построены объекты, да, как вы вначале упомянули, а то, к чему мы пришли благодаря строительству этих объектов. Вообще показатель благополучия страны в целом и республики в частности, это такие показатели, как рождаемость, продолжительность жизни, смертность. Хочу сказать, что рождаемость у нас в прошлом году родилось 8 тысяч детей. Естественный прирост более 7 тысяч. Но чтобы улыбку не вызывала эта цифра, скажу, что по России, например, минус 0,9 естественный прирост.
По продолжительности жизни хочу сказать, что нас коллеги по стране так по-доброму все время подкалывают, так скажу. Потому что на коллегии в Москве глава упомянул, что мы по продолжительности жизни можем войти в клуб 80+, где находятся такие страны, как Швейцария, Япония, такие развитые страны. Потому что продолжительность жизни в Республике Ингушетия 81,6. Мы в стране первые по этому показателю. Ну и самое большое достижение, с моей точки зрения, и думаю, со мной согласятся все, это снижение детской смертности, младенческой смертности. Скажу, что если несколько лет назад эта цифра была 15 на 1000 родившихся живыми, сейчас эта цифра 7,3. И нам есть куда стремиться, и мы к этому идем. Материнской смертности за последние 3 года не зарегистрировано вообще. Вот. Благодаря строительству объектов, благодаря тому, что мы развиваемся в нужном, правильном направлении, мы развили такие направления, как оказание высокотехнологичной помощи. У нас очень грамотные, активные доктора, которые делают такие сложные операции, как удаление больших опухолей. Например, недавно 7-летнему мальчику огромная тимома была удалена в детской республиканской больнице. Мальчик буквально через 2 дня ходил. Но я считаю, что возможность получить поменять сустав, сделать так, чтобы нормально кровоснабжался какой-либо орган благодаря сосудистой операции, не выезжать из-за большого объема пораженной легочной ткани, что тебе могут, допустим, в центре фтизиопульмонологии удалить часть легкого, и ты потом не инвалид, а нормальный человек, который может работать, жить, радоваться жизни. Я считаю, это огромное достижение. Потому что даже если в Министерстве здравоохранения дадут квоту, мы все живые люди, да, буду говорить по-простому, большие деньги уходят на дорогу, на такие бытовые вещи. Большие расходы для простых людей, они иногда, это неподъемная сумма бывает. Вот. Нам, в общем-то, есть чем гордиться и в общем-то, и к чему стремиться. Передайте микрофон, пожалуйста, человеку, который... Тамара Горчханова у нас в гостях. Вы стояли у истоков ингушской медицины, современной ингушской медицины. Расскажите, пожалуйста, какой была медицина в 92-м и какой она стала в 2018-м? Кстати, о тех страшилках, о которых вы хотели услышать, я могу рассказать, потому что я так немножко постарше и немножко больше видела. Поэтому, в 92 году все здравоохранение республики составляли 3 центральные районные больницы. Сунжи, Малгобек, Назрановская больница. Та больница Ингушская, республиканская, которая сейчас обычно на слуху, она была обыкновенной центральной районной больницей на 250 коек. Это уже стараниями, зная, что нет возможностей, нет зданий, не строили. Вот это здание расширяли, вносили туда коррективы, изменения, и достаточно много оборудования там и так далее. Но, видимо, здание, построенное по проекту 1975 года, в 2018 году совершенно негодное. И то большое количество объектов, которые построено, оно построено не потому, что там кому-то хотелось, а таким должно быть здравоохранение. Наше руководство поняло необходимость этого, потому что в структуре здравоохранения должна быть определенный порядок должен быть. И что касается 92 года. 3 центральные районные больницы. И в 92 году, и в 93-м, и в 94-м куда ездили? Рядом во Владикавказ и в Грозный для оказания какой-то квалифицированной помощи. Естественно, в Москву, в Ленинград, в другие центральные больницы. Все, наверное, учитывая, что за 26 лет сразу там, наверное, и средств не было, и возможностей не было. Но в последние 10-12 лет серьезное внимание уделяется этим объектам здравоохранения.
Я могу вот такой пример привести. Вот представьте себе, та больница, городская Назрановская больница, которая в крепости, вот наша любимая в крепости больница, она была в начале 60-х годов, я девушка взрослая, она в начале 60-х была очень старой больницей. В этой больнице находилось хирургическое, терапевтическое отделение и роддом. Сейчас сложно это себе представить. Вот в этом маленьком двухэтажном здании. Что касается... Там сложно было подъехать, плохие коммуникации. Значит, небольшая поликлиника была вот в том здании, где сейчас находится медицинский факультет университета. Вот это один момент. Второе. Вот представьте себе, где-то, наверное, лет 10 назад в 100 метрах от Ингушского государственного университета располагалась туберкулезная больница. Там же рядом и аграрный техникум. Наверное, надо было принять серьезное решение. Наверное, нужно было противостоять, наверное, определенным даже силам, которые не давали эту больницу построить, противотуберкулезную. Все-таки эту больницу построили в Плиеве. Она находится далеко от сельского поселения, от тех мест, где люди проживают. Там же рядом построена и онкологическая больница. Вот на такие моменты стоит обратить внимание, потому что для этого нужно... Значит, иметь мужество, принять серьезное решение. Теперь еще вот такой момент. Вот конкретно о поликлинике, в которой я работаю. Значит, 2 года назад нам построили новое хорошее здание. Это за каналом, шикарная поликлиника, 4-этажная. Вот те, кто приезжает с проверками, Москва, Ленинград, регулярно нас кто-то там проверяет, приезжает по обмену опытом. Они всегда удивляются тому, что вот такая хорошая поликлиника построена, и вот так с элементом зависти всегда, значит, вот, выражает свое мнение о нашей поликлинике. Мы, конечно, рады этому, но 2 года назад наша поликлиника располагалась в 3-этажном здании на той же любимой территории Ингушской республиканской больницы. В 3-этажном здании располагалась поликлиника, детская поликлиника, та, которая сейчас отдельно в 3-этажном здании. Там же располагался эндокринологический, кожно-венерологический диспансер, кардиологический. Это вот сейчас трудно это представить, но все это так было. Сейчас вот все те структуры, о которых я сказала, имеют свои определенные и территорию, и подготовленные кадры. Хотела обратить внимание вот на такой момент. Сколько бы больниц, сколько бы амбулаторий, ФАПов мы не построили, основным, конечно, являются кадры. Вот очень хорошо у нас в Ингушском государственном университете есть медфакультет. Ночью у нас как-то вот бывает такое немножко критическое отношение к выпускникам этого вуза. Я хочу вот как главный врач, человек, который каждый день сталкивается с этими людьми, сказать, что довольно хорошая подготовка у этих специалистов. Точно такие же специалисты, значит, со знаком плюс-минус приходят из других вузов. Поэтому, значит, критиковать своих я не думаю, что стоит. Очень хорошие кадры поставляет и медицинский колледж. Поэтому, сколько бы мы зданий не построили, если не будет людей, которые будут, во-первых, вести работу, как-то соблюдать свои какие-то медицинские, значит, этику, деонтологию и так далее, ничего не получится. И людям, которые... Тамара, вы сказали про то, что многие люди говорят, что вот скептически относятся к нашим студентам. Я, к сожалению, всех примеров не знаю, но я знаю один из ярчайших примеров современной ингушской медицины. Насколько я помню, нейрохирург Умар Газгиреев, выпускник ИНГУ. Парень, который делает самые сложные операции. Да? Это так, чтобы вы знали, друзья. Поэтому, если вы думаете, что учиться можно только где-то в Гарварде, это неправда. Хотелось бы дальше как раз перейти к вопросам образования, раз мы уж затронули эту тему. Министерство образования, у нас есть в гостях и директора школ. Хотелось бы услышать разницу. Передайте микрофон вот на 2-й ряд, пожалуйста. Я общественный советовался при администрации. И работаю в школе математик, физик, урок шах. Вот за последние... даже не за последние. Вы-то, наверное, давно в этой профессии. Насколько вообще изменилась ситуация с образованием? Я скажу, 43 года я шел в школе был. 74 года в университете Акахавешный в школе был бежус.
Yurtta oğuz boğbap, direktör oğuz boğbap. Hans uçtul oğuz boğbap. Yurt oğuz da hal. Школышкан хал сундыгдаг до. 37 году я 8-летний школярд әлірді. Аз эш директор бол боғбапты школе. Иш кабинет ярдық. Қағам яцыр. Бар класс мар яцыр. Бар класс яққычы. Ех ғаш дейін сұрқут адақ дезір, екшімет адақ дезір. Даже не яқыш дацыр. Не то, что асфальт. Гравий мик бацр. Цохот тади, он гаш экшмурт аухуш, экшмурт рюхца аухуш. Исла итлаш класс, деш ухт хюртер бир. Соси хаушт. Ханст хюрте асфадер алчи за последние 10, итчера, шитчера, хюрт ханхам. Ас худде алчи сагди хона. Тишкуач хам он тойрт лично алюрт. Хад масин шон хохудда сок из аджучо школе агашти хона на 540 мест типа школе айту. Сол халк цашу халка халкын дионг ан средняя школа капитальный ремонт дядин с нуля хатуя айтхыз. Из 20 дион гимназия Назарановского района. Алло, только что хаму хоймас, только у районе Молдова Берди, он чекал вот что здесь да. Алло, духом хустант. Не то, что в сфере образования, и экономика. Анчел этчалга. Это бар ищалг, Юмсбек. Юрт вашахт я. Сухан депутат Ворсешка совет из администрации. Elder ook is de promzonen die hun licht deze aan. Buderi die deze, 50 hectare licht hadden deze. Elder terug is gelicht door juurt jachts of Orion. Nu zorgde was het de andere, ik zorgde was het de andere. Oh, 50 hectare licht. Buderi die hun dat dan. Hans gehuurde. Швейный комбинат. 2 смены Бог бежден, 700 рабочих мест. Завод детского питания. Лакокрасочный завод. Зерносушилки. Хаежден, заводка. Это в одном алюрте. Я знаю, что за прошлый год мы сдали больше 20 школ, правильно? Различных, не обязательно общеобразовательных, но, в общем, то, что мы можем назвать школой, по-моему, их было 27. Заведующая детского сада сельского поселения Плиева. Детский сад – это первый детский сад государственный, типового типа в этом сельском поселении. Ну, в первую очередь я хотела бы сказать о чем. Я как мама хотела бы заметить самое важное, что для меня, как для мамы 5 детей, что в школах детям всем дают книги. Для меня это очень важно, потому что я знаю, что как и для меня, и для других родителей, это очень важное достижение. Я считаю это большим достижением, потому что мы очень сложно, бросая все свои дела, стояли в огромных очередях, занимались этими книгами для своих детей. Практически сейчас, к 1 сентябрю, наши дети бывают готовы, нам необходимо только что-то купить, какие-то канцтовары, принадлежности. Уже нет необходимости думать о книгах, не говоря о материальных расходах. Поэтому я очень благодарна как мама именно вот за этот проект, что в наших школах в этом году, в прошлом году дали нашим детям книги. А теперь вот как руководитель я хотела бы сказать, что эти достижения, их вообще не перечислить, которые сейчас произошли, потому что в детском саду мы сегодня даже и не мечтали. Я, начиная с младшего воспитателя, дошла сегодня до руководителя. И за эти 30 лет хочу сказать, что это огромное достижение, потому что наши дети не мечтали о бассейнах в детских садах. Мы не мечтали о шахматных школах в детских садах. Они сегодня открываются.
у нас построены исключительно красивые, на зависть даже российским многим педагогам, детские сады. Поэтому сегодня я своим педагогам всегда, молодым специалистам всегда говорю: девочки, создавайте в этой трехкомнатной квартире, в этих четырех комнатах, в которых вы находитесь, создавайте дом, создавайте домашние условия для этих детей, потому что у них есть все. Горячая вода, у них есть всевозможные наглядности, у них есть всевозможная мебель. Поэтому этот проект по федеральной программе «Дорожная карта» — это мощный проект. За это вообще огромное спасибо от нашей республики всем, кто занимался именно этим проектом. У нас в студии есть замглавы администрации Назранского района. Расскажите, пожалуйста, о развитии вообще Назранского района, вот Насыркорта того же, да. Мы же видим, мы проезжаем по трассе М29, Бакинка мы ее называем, да, мы реально видим, что это место не узнают. Люди, которые были дома 15 лет назад, 10 даже лет назад, приезжают и не узнают эти места. Узнав тему этой передачи, стал готовиться, подбивать такие итоги за последние 10-15 лет в развитии нашей республики. И когда я с коллегами стал считать, сколько объектов у нас построено только на территории района, мы насчитали более 50. Так, в рутине, в обычной, в каждодневной работе, как-то вот мы эту статистику, наверное, может быть, слабо вели, но тем не менее она есть. И я сам удивился этому. Если говорить по отраслям, то это затрагивает все стороны социально-экономического развития республики. И, конечно, я думаю, и в других районах республики такая же картина. То есть нету такой сферы, в которой у нас не построена соответствующая инфраструктура. И это очень радует. И можно сказать, что вот этот прорыв у нас был за последние буквально какие-то 10-11 лет. Почему? Потому что нам очень сильно помогла программа социально-экономического развития Республики Ингушетия на 10-16 годы. Коллеги подтвердят, она была. И она дала нам очень серьезный толчок. Да. Во время Советского Союза, те, кто постарше, помнят, наверное, к сожалению, Ингушетия была, ну, наверное, не побоюсь этого слова, аграрным придатком центра города Грозный. Все было там, вся инфраструктура была в городе Грозный. Ну, по сути, у нас не было ничего. Был совхоз Назрановский, тот, кто помнит, да. Вот, и его отделение, да, то есть было одно сплошное село. И практически ничего не было. И вот те коллеги, кто постарше, они подтверждают и в сфере здравоохранения, и в сфере культуры, и во всех остальных сферах. То есть, да, конечно, кадры решают все, но там, где должны работать кадры, должна быть соответствующая инфраструктура. Но сегодня мы в любую сферу мы можем окунуться. Я всю жизнь жил в этой республике, в этом районе, в этом городе. Я помню, в каких условиях мы ходили в школу элементарно, в каких условиях мы ходили заниматься и тренироваться. Самое простое. Была одна секция на моей памяти в городе. Это была секция дзюдо в Доме культуры города. Больше ничего не было практически. А сегодня во всех сферах развиваются и игровые виды спорта, и силовые, и М1, как было уже отмечено. И вот в этой связи, конечно, безусловно, оценить тот вклад и тот рывок, ну, я думаю, потомки когда-нибудь, может быть, сегодня есть критики, которые говорят, да, что там, да, ну, всегда бывают недовольны, но потомки спустя года, я думаю, оценят и поймут именно вот за этот период времени то действительно развитие, тот мощный рывок, который у нас произошел. Я помню, когда я учился в другом регионе, когда мы с другими студентами из других регионов, когда нам, наверное, неудобно это говорить, но нам приходилось приукрашать. И говорить, да, у нас есть все, у нас есть и физкультурный комплекс, у нас есть, а на самом деле ничего не было, по большому счету. Ну, сегодня... А теперь можно фотографии показывать. Да, теперь можно и фотографии показывать, теперь можно и гостей пригласить. И, собственно, конечно, это очень важно. Это то, что наше развитие, то, чем мы можем гордиться сегодня. И уже можем уверенно подводить итоги. Да, спасибо большое. Действительно, так и есть. Руслан Туганович Халухаев, ну, много лет своей жизни вы отдали службе стране. И служба эта велась в последние годы в военкомате Ингушетии, да? Сейчас вы трудитесь в других отраслях. И вот за 26 лет, вкратце, Руслан Туганович, какие изменения были? Что в армейском смысле, что на гражданке? Я думаю, вот вы четко видите эту разницу. Да, есть такое понятие, как полярное
Вот так бы я сказал коротко. То есть, да, совершенно. Потому что, ну и то время, это было связано с тем, что была та эпоха. Сейчас она более динамичная. Поэтому в то время говорить о том, что на территории Назранского района могла быть воинская часть, могли быть какие-то спецподразделения, это было из фантастики. Сегодня это все есть. А наличие этих объектов, это означает, это рабочие места. Сегодня наша молодежь служит по контракту, служит, срочная служба. Это все принесло очень большое динамичное развитие для будущего нашей молодежи. Сегодня, раньше, вот когда был первый съезд офицеров, прошел он где-то в конце 80-х годов. Кто знал офицеров, послали телеграммы, приехали. И когда мы увидели офицеров в чине полковника, подполковника, ингуши, все удивлялись, все поражались. Их живых-то практически было несколько человек, которые можно было увидеть воочию. А сегодня у нас буквально все подразделения, это у нас в основном это старший офицерский состав, высший офицерский состав. У нас сегодня генералы, а генерал мы в то время мечтать не могли. Было несколько полковников, о них говорили, а сегодня генералы. Поэтому это есть есть большая разница, и разница, конечно, в лучшую сторону. Спасибо большое, Руслан Таганович Девресов. Плюс у нас есть еще и герои России, друзья, и не один. Первый герой России, представитель нашего народа Сулымбек Асканов. Об этом мы никогда не забывали и не собираемся забывать. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы Дома культуры? Тамара Чаниева, художественный руководитель Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт. Вот Зязиков-Юрте. Что изменилось в Зязиков-Юрте за последние годы? Да, вот так вот, прямо вот в культурном плане, в образовательном плане. Ну, поскольку я руководитель Дома культуры, я, наверное, скажу, это новое помещение, хотя оно построено по федеральной программе, да, но стоит отметить, наверное, с каким неравнодушием, участием и даже радостью отнеслись на местах вот к постройке таких домов культуры. И надо сказать, что это не просто, да, вот там мы открываем кружки какие-то, там дети свой досуг будут проводить, но появление вот такого объекта в селе вызвало такую радость и даже вот создало какой-то такой положительный эмоциональный фон в селе. Люди на самом деле очень радуются, и я надеюсь, уже сейчас, да, вот он только открылся, есть такие хорошие показатели, как, ну, в первую очередь, то, что люди тянутся туда, да, это стало каким-то центром вот массовых каких-то... А какие есть направления вот в Доме культуры? У нас работает библиотека на данный момент, есть кружок декоративно-прикладного искусства, и работает очень хороший мастер, вот Юсуп Цуров, есть вокальный кружок. Я вот как человек, который посвятил 12 лет своей жизни вот культуре, собираюсь открыть тоже либо поэтическую студию, либо вот что-то типа пробы пера, вот чтобы журналисты там, если есть дети, тяготеющие, допустим, к тому, чтобы писать тексты, у нас вот, есть образованием заниматься, да. Что еще я хотела сказать? Вот ну, в общем, вот вы живете в Зязиково-Юрте, да, правильно? Да. Вот вы как житель, давайте не как руководитель, очень коротко, как житель, насколько меняется Зязиково-Юрт вообще? Ну, меняется, да. Хорошую у нас сторону? Строится детский сад сейчас. Да, у нас великолепная школа есть, хорошая мечеть, поликлиника. Ну, вот этот минимум, да, без которого никакое село не обойдется. Но кроме того, да, и дороги благоустраиваются. Это же тоже надо отметить, что да, любой объект — это прежде всего облагораживание территории общественной, да, и самое главное, что мы начинаем понимать
вот сегодня очень многие, да, даже не многие, а каждый, кто высказывается здесь, говорит очень позитивно о позитивных изменениях, таких кардинальных, больших, и ни у кого это не вызывает какой-то снисходительной улыбки, потому что мы все видим, да, вот все это налицо благодаря вам, вашим коллегам, и вот просто видеоряду на телевидении, который в каждом сюжете мы видим, открывается какой-то объект. Министерство сельского хозяйства у нас есть представитель, да? Передайте, пожалуйста, микрофон. Ну, здесь прозвучали слова о том, что Назрановский совхоз, его небольшое отделение, которое тоже базировалось здесь в Икажево, насколько я помню, да, все это базировалось. А вот сейчас, насколько за 26 лет мы начали получать урожай? Министерство сельского хозяйства, начальник отдела Балаев Халид Магомедович. Я, можно сказать, стоял у истоков создания этой республики. Знаю, в сельском хозяйстве работаю с 93 года. Все становление республики, можно сказать, прошло на моих глазах. Я был членом Совета Республики в 93 году, членом молодежного совета. Мы организовывали первые выборы первого президента. Все эти перипетии тех времен я отчетливо помню и знаю. Сельское хозяйство нам досталось от бывшей Чеченной Ингушетии, практически ничего не было. Все было, можно сказать, к тому времени разграблено, все разворовано. И пришлось начинать не с нуля, а с разгребанием завалов. То, что мы имеем сегодня, конечно, путь был долгий, экспериментов было много. Создавались и СОКСО, так называемые сельские общинные кооперативы, и ГСХП, и ЗАО, и кооперативы, и фермерские хозяйства, сегодня ГУПы. Через вот эти термины мы пришли к тому, что имеем сегодня. Сегодня, по данным нашего Ингушстата, мы занимаем передовые места в Северокавказском федеральном округе по производству продукции сельского хозяйства. У нас есть мощное хозяйство, предприятие, одно из самых больших предприятий в Южном федеральном, Северокавказском федеральном округе, сад-гигант Ингушетии. Туда вкладывается более 1,5 миллиарда рублей инвестиционных. Мы видим плоды этого предприятия. Также сегодня у нас построено в сельском поселении Икажево крупное перерабатывающее предприятие по переработке мяса 10 тысяч тонн в год. Экомуслим продукт называется. Также строится крупное предприятие по переработке мяса и индейки в Малгобекском районе. Строятся теплицы в сельском поселении Сунджи на 30 гектарах. Построены и работают теплицы в сельском поселении Даби-Юрт. Ну, прогресс виден во всем в сельском хозяйстве. Конечно же, на этом останавливаться нельзя. Я был в других регионах, видел, как развиваются и другие регионы. Надо двигаться вперед, развиваться и наращивать темпы роста. Спасибо. За вами сидит представитель Министерства экономики. Давайте теперь перейдем плавно к экономике. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Куревич Баширович Аушев, начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития. Вот дополнению сказанному от моего коллеги Минсельхоза, помимо развития социальных объектов, помимо развития АПК в регионе за последние 10 лет развивается еще промышленное производство. Сделано, если посчитать, многое. И если взять вот последние года, 17-й год, 16-й год, 18-й год, вот построен завод по производству алюминиевых радиаторов АТМ на Карабулакской промышленной инвестиционной площадке. Также построен завод по производству алюминиевого профиля на Али-Юртовской промышленной инвестиционной площадке ООО «РИАК». Инвестор Тунгоев Магомед. При выходе на полную мощность будет создано более 100 рабочих мест и 6600 тонн продукции в год. И также государством оказывается всяческая помощь поддержке малого среднего бизнеса, поддержке нефинансового сектора региона. Это в рамках ФЦП Юга России в 2012 году были построены 3 инвестиционно-промышленные площадки в городе Карабулак, в сельском поселении Аль-Юрт и в сельском поселении Вознесеновское. У нас сегодня, к удивлению всему, никто никогда не думал об этом. Прошел успешный газ, водопровод, электроснабжение, полностью функционирует. Вот у нас, значит, лечебно-оздоровительный комплекс.
Дальше пошли структурные подразделения все. Организовались все структурные подразделения, которые представляются район. Сегодня в этом районе более 43 структурных подразделений, в которых заняты люди, успешно работающие, начиная не менее от 10 человек, которые способны к уже трудовому занятию. Далее, значит, построены 2 мечети уже в Гули у нас, и вот в Альгете уже открывается, очень приятное положение тоже. И вот таким образом люди сами по себе там проживают компактно. Родовые отношения, родственные отношения, все на должном уровне. Гостей у нас, конечно, очень много, все желают приехать. Я помню мою бытность, что в этот район, в горы, были одни тропинки когда-то. Сегодня посмотрите, шикарные асфальтные дороги, большие комплексы. Даже соревнования, которые у нас проводятся на всесоюзном, даже мировом, можно сказать, уровне, приезжают нам люди со всех концов даже нашей планеты. Это тоже огромное достижение того. Спасибо большое. Мальсагов Адам, сотрудник комитета по делам молодежи. Мы слушаем вас. Хотел бы поговорить о сфере, о которой сегодня говорилось очень мало. Это молодежная среда. Для начала хотел бы констатировать такой факт, что по официальным данным Российского союза по делам молодежи, официальным данным, Ингушетия находится в лидерах по количеству молодежи на долю населения. В последнее время у нас есть такая тенденция, что все больше и больше молодежи включается в общественную деятельность. У нас появляются различные молодежные движения, добровольческие, появляются общественные организации, некоммерческие. Наша молодежь участвует в различных грантовых конкурсах, и можно по сути сказать, что достойно конкурирует с молодежью всей России. Вот у нас такая статистика, что за последний год, вот буквально с момента 25-летия Ингушетии, за год наша молодежь на различных грантовых конкурсах смогла принести в бюджет Республики Ингушетия более 25 миллионов рублей за счет выигранных грантовых средств и проектов. Кроме этого, у нас в республике проводятся масштабные мероприятия, форумные кампании, которые привлекают к нам не только молодежь со всей России, но и с мира, со всего мира. То есть у нас уже 2 крупных мероприятия. Это международный саммит молодежных парламентариев и форум Таргим, который привлекает к нам представителей разных стран. И все эти ребята приходят, они знакомятся с нашей культурой, с нашими обычаями, с нашими ребятами, обмениваются опытом и уходят уже и в Россию, и в свои страны с положительными эмоциями и, думаю, рассказывают только положительно о нашей республике. Ну и, конечно, с мыслями о том, что скоро вернутся, да? Да, безусловно. Спасибо, спасибо, Адам. За 26 лет было много всего, и это все только малая часть того, что здесь назвали. Я хочу, чтобы мы не забывали никогда, что у нас самая лучшая молодежь, самые лучшие мамы и самые красивые и добрые старики. Пока мы будем все это помнить, у нас все будет хорошо. Увидимся на 27-летии республики. Всего доброго, с праздником всех, до свидания.